Стали известны окончательные результаты общероссийского голосования по выбору зеленых символов страны в рамках акции «Аллея России». Среди регионов Северо-Запада это следующие растения. В Архангельской области брусника, в Вологодской области черемуха, в Санкт-Петербурге клен остролистный, в Ленинградской области ольха черная, в Калининградской дуб красный, в Мурманской области радиола розовая, в Карелии береза, в Новгородской и Псковской областях символы одинаковые. Это сосна. И вкуснейшая северная ягода морожка становится символом Ненецкого округа. В нашей республике победила Мария Моль, больше известная как пион уклоняющийся. Ольга Ануфриева выяснила, это растение обладает и целебной, и магической силой. Пион уклоняющийся. Именно так называют Мария Моль ученые. По их мнению, это растение вполне заслуживает того, чтобы представлять нашу республику. Культура это долговечная. К тому же полезных свойств имеет немало. Медоносное растение. Ну, как лекарственное, что там содержат пионы? Листья, семена и корни содержат дубильные вещества, аминокислоты, микроэлементы, сахара, даже сахар содержится. 43% столько набрал пион в народном голосовании. Причем победу у лидировавшей до этого пихты вырвал в последний день. Во многом благодаря усилиям студентам Сыктывкарского госуниверситета. Было проведено несколько мероприятий. Во-первых, на сайте Сыктывкарского государственного университета был призыв голосовать за Мария Моль. И активное участие приняли как студенты, так и преподаватели. Была сделана рассылка для преподавателей. В сентябре в СГУ приняли решение создать малое инновационное предприятие. Одним из его проектов будет создание экопарка под названием «Мария Моль». Почему Мария Моль? Основными критериями для выбора являлась оригинальность, ассоциативность территории и, естественно, запоминаемость. Поэтому, на мой взгляд, Мария Моль непосредственно характеризует территорию Республики Коми. Кроме запоминающегося названия и полезных целебных свойств, вокруг долголетнего цветка слагаются легенды. Например, жители Карткиросского района рассказывают, растение отгоняет крыс, а бусы и семян пиона оберегают от несчастий. В это свято верят солисты местного ансамбля «Сипертас». Когда растение цветет, оно осыпается, семена становятся черными, очень красивыми. Мы из них плетем бусы. Все сами. Затем, когда ездим на выступления, всегда дарим их зрителям, ведь оно оберегает от несчастья. Кому дарим, желаем им всего доброго. Однако не стоит забывать, Марьин корень занесен в Красную книгу Республики Коми, так что делать из него бусы нежелательно. Отметим, окончательные итоги голосования подведут 10 ноября. Сама аллея должна появиться в следующем году ко Дню Победы. Ольга Ануфриева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.